О существовании дольмена в горном массиве Кудж-Баяшта, являющегося частью Рицинского заповедника, было известно давно. В конце мая Абхазский государственный университет организовал археологическую экспедицию в эту местность. Кудж-Баяшта – это интереснейшее место. Когда находились там, к сожалению, очень многие интересовались, не золото ли куджбовцевищем. Сейчас их нет здесь, фактически в Абхазии, живут на территории Турции. О наличии памятников, мегалитических памятников, конкретно дольменов, было давно известно. Это не первая экспедиция наша. В 2004 году была организована управлением историей культурного наследия под руководством тогда Вадима Ильича Бжаня. Здесь есть ребята, то есть коллеги, которые присутствовали в этой работе. Во время первой экспедиции один дольмен уже был изучен. На этот раз объектом исследования стал второй дольмен. Несмотря на небольшие размеры, в нем было найдено 11 погребений, расположенных по углам. До начала вот этого активного, значит, туристического сезона было проведено, и удачно, я считаю, несмотря на то, что там стоянка была вот этих мастерских, было установлено, что культурный слой не был где-либо не затронут был, значит, он, значит, в разрезе представлял собой этажи вот этих погребений, каждый раз перекрывали каменным панцирным таким слоем, замазывали глиной, так и вот до конца, до самого дна, до пяточного камня, до которого нам удалось дойти, обследовать. Самой значимой находкой стала статуэтка женщины, сделанная предположительно из камня. У скульптуры прижаты к туловищу руки и ноги, намечены брови. Показали сейчас хуапскую статуэтку, и когда мне показали фотографии Кудж-Баяштинскую, я мгновенно понял, просто не задумываясь, что это самая древняя статуэтка в Абхазии. А это видно сразу с нальта. С нальта, не говоря о стилистическом анализе, потому что эта статуэтка, она более стилизованная, более такая примитивная по сравнению с хуапской. Эта находка в данном случае, она, конечно, уникальная сама по себе. И хотелось бы, чтобы больше внимания и больше времени мы уделили именно этому факту сегодня, потому что и вопрос датировки здесь стоит. Я не совсем уверен, что вот по тому, что она более в стилизованном таком виде сделана, что именно только поэтому можно ее удревнять. Тут надо хорошо, конечно, изучать и посмотреть аналогичные находки, которые имеются. А в целом, конечно, это мирового масштаба открытия, я считаю. Археологическая экспедиция финансировалась Рицинским реликтовым национальным парком. Что можно сделать на этой территории, если мы будем развивать туризм вот в этом направлении, перегруппировать потоки не только на Гегу и не только на Рицу, но и на Куджбу, какие у нас есть там интересные объекты. И возникла такая идея, опять-таки, обратиться к историкам и дать им такую возможность провести археологические раскопки. Это огромная заслуга, поддержка дирекции в проведении такой археологических исследований. У нас в отделе есть сотрудники и лаборанты, которые активно приняли участие, они оказали помощь в раскопках. Ну, естественно, мы очень рады, что вот такой труд, который с таких усилий стоил, оно увенчалось вот такой находкой, таким успехом. Помимо уникальной статуэтки, в дольмене была найдена керамика, в основном небольших параметров, плоскодонная, красная и черная. Я как представитель одной из адыгской нации, адыгской народности, как кабардинец, мне очень приятно слышать и слушать о том, что вы, ученые, на сегодняшний день даете нам возможность соприкоснуться с древней дольменной культурой через вот эти вот находки и узнавать, что было не 100, 200, 300, а несколько тысяч
тысячелетий назад, до начала зарождения всех современных эпох, всех современных религий, все мировые религии, о которых мы знаем и которым мы следуем, и которые есть у наших народов, они гораздо моложе, чем та культура, что мы вот сегодня говорим, моложе на несколько тысячелетий, и современная культура есть историческое продолжение той культуры. Уникальную статуэтку подарят Абхазскому государственному музею. Ученые надеются, что исследования местности будут продолжены. Ведь здесь, скорее всего, находятся и другие дольмены. Эсма Гуланция, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.